Привет, телезрители! Добрый день, друзья! В эфире «Гора новостей». А это значит, что прямо по курсу все самое важное. И со всем этим информационным великолепием тебя познакомим мы, Никита Гуров и Аня Шакова. А вот что нам приготовили наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. Почему мыть руки – это очень важно? Что ждут от выпускных экзаменов школьники? Как прошла целая четверть на дистанционке? И где можно отдыхать без риска для здоровья? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре уже 27 мая. У вас уже начались каникулы? Лично у нас нет, они начнутся только после 29 мая. У нас также. Ладно, время поговорить о лете у нас еще будет, а сейчас хочется затронуть немного другую тему. В России празднуется Общероссийский день библиотек. Хоть сейчас все аналоговые библиотеки закрыты, то очень сильно возрос интерес к онлайн-библиотекам. И не только потому, что у старшеклассников на носу экзамены. Кстати, о финальной проверке знаний. В этом году творится что-то очень интересное и очень непонятное, поэтому мы решили спросить у самих старшеклассников, что они об этом думают. В этом году ЕГЭ больше не выпускной экзамен. Для получения аттестата ЕГЭ и ОГЭ не нужны. ЕГЭ сдают лишь те выпускники, которые планируют поступить в вуз. Ну, естественно, таких большинство. И поэтому сдавать экзамены нужно лишь по тем предметам, которые необходимы для поступления в университет. Ну, а это уже нужно узнавать на сайте самого вуза. Понятно, что многие школьники весь год усердно готовились. И что, все зря? Разрешили не сдавать предметы, которые не нужны при поступлении. Соответственно, для меня это огромный плюс, потому что я не буду сдавать математику, она мне не нужна при поступлении. Сдавать ЕГЭ планируется с 29 июня. До этого времени у ребят будут онлайн-консультации. Экзамен будет проходить под жесточайшим контролем медиков. На входе ребятам будут измерять температуру. Аудитории, в которых проходят экзамены, обязательно будут дезинфицированы. А школьников рассадят друг от друга на расстоянии 1,5 метров. Да уж, так точно не спишешь. А вот девятиклассникам уже можно расслабиться и вовсю начать отдыхать. Ведь ОГЭ отменили совсем, но только в этом году. Я обрадовалась, потому что... Не потому что я боялась не сдать ОГЭ, а потому что... лишняя головная боль, правда, это мне только на руку ее отсутствие, и мои одноклассники тоже этому очень рады, но те, кто прям реально сидели, учились, тратили время и деньги на репетиторов, те говорят, что обидно, и я их понимаю. Итоговые оценки девятиклассники получили по всем предметам на основании годовых. Единственный минус отмены ОГЭ – это отсутствие тренировки перед ЕГЭ для тех, кто пойдет в 10 классы. Но мы думаем, из-за такого никто особо и не расстроился. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Даже не берусь ставить оценку, повезло им в этом году или нет. Поэтому давай перейдем к главному, к новостям. Как известно, 2020 год стал годом памяти и славы. О таком не забудешь, столько мероприятий было проведено. С тобой полностью согласен. А в конце апреля завершился всероссийский конкурс «Письмо солдату о детях войны». Всего было прислано около 11 тысяч сочинений. Чтобы достойно принять участие в этом конкурсе, вам необходимо хорошо знать историю и литературу. Всего победителями стали 75 ребят из разных субъектов Российской Федерации. По 25 на каждой номинации. Всего было их 3. Письмо, рисунок, видеоролик. Видеоролик – это круто. Ставлю лайк. Среди победителей есть 3 работы из Башкортостана. Поэтому поздравляем Эвелину Сабахову из Салавата. Она победила в номинации «Письмо». В номинации «Рисунок» победила Лилия Гелязова из Миякинского района. А в номинациях «Видео» лучшей стала работа Дарьи Поповой из Давлекановского района. Девчонки, вы крутые, поздравляю! Впереди участников ждет федеральный этап конкурса.
Ну а зрителей «Горы новостей» ждет сюжет о том, как в этом году прощаются со школой 11-классники. Этот учебный год завершается по-особому. Последний звонок пройдет в непривычном онлайн-формате. Это новый опыт для ребят и учителей. Но все не так уж печально. Мы сможем наблюдать онлайн-флешмобы выпускников республики, что не менее интересно и весело, чем в обычной жизни. Привычные концерты и поздравления родных учителей каждый выпускник сможет наблюдать на экранах своего монитора. За последние несколько месяцев все важные события мы наблюдаем через интернет. Вот и последний звонок нынешние 11-классники проведут в Zoom. Если в предыдущие года в этот день про гаджеты можно было смело забыть, то 2020 год удивляет своей виртуальностью, но большинство выпускников не радует такое положение дел. Обидно очень сильно от того, что никогда в жизни не наденешь красную ленточку с надписью «Выпускник 2020». Девочки мечтают станцевать выпускной бал на главной площади города с 1 класса, что 11 лет твоей школьной жизни не завершатся так красиво, торжественно, линейкой у школы, что ты не сможешь погулять с друзьями по городу и получить действительно удовольствие от своего последнего звонка, от того, что закончилась твоя школьная жизнь. Но что делать, придется вот так вот заканчивать школу. Я думаю, с Дашей согласятся многие выпускники, но чтобы последний звонок 2020 не напоминал видеоконференцию, учителя придумывают всевозможные веселые квесты. Я Набокова высаживаю, лодку возвращаю и пытаюсь переправить, например, Пастернака. Все же никакие онлайн-радости не заменят живого общения, и поэтому выпускники этого года с нетерпением ждут, когда завершится пандемия, чтобы встретиться вместе и обняться. Это беспрецедентный случай. Виртуальный мир захватил реальный. Выпускники будут праздновать свой последний звонок в Zoom, но даже в дистанционном виде мы желаем им хорошо провести время и удачи на предстоящих экзаменах. Юлия Дронь специально для «Горы новостей». Можно и позавидовать. Такая самоизоляция – это очень круто, по себе знаю. А я зато знаю другое. В рамках Дней славянской письменности и культуры проходит онлайн-конкурс чтецов «Русь многолика», организованный Домом дружбы народов Республики Башкортостан. Так что если ваша память хранит какие-то стихотворные формы, то смело можете участвовать. Все подробности на сайте. Ну а подробности мытья рук в наше непростое время смотрите в следующем сюжете. Чтобы отдохнуть, достаточно просто съездить в сад или на дачу. Стать маленьким флористом или же садоводом точно так же очень легко. Ну а если вы вампир, я вам не советую ездить за город. Ну, ребята, кто не понял насчет вампиров, объясняю. Здесь очень солнечно, а вампиры не любят солнце. Кстати, с собой можно взять своего друга, ну, либо же кого-то больше похожего на человека. А вообще, на самом деле, это очень полезно, ведь солнечный свет как-никак витамин D, которого нам часто не хватает. Также вы можете сделать свою клумбочку, да или просто помочь родным в огороде. На самом деле, это тоже очень интересно. Мы вот тут вот грядочку вскопали и, собственно, коты наследили. Место преступления. Также в саду очень много живности. На самом деле очень интересно за ними наблюдать. Вот вам тоже занятие. На сосне мы увидели гнездо дикого голубя, и он даже там сидел. Но опустив голову чуть ниже, мы увидели скорлупки от яйца. Представляете, кто-то вылупился. И каким-то волшебным образом в нашем скворечнике вылупились птенчики скворца. Также вы можете задекорировать ваш сад, сделать его более эстетичным. Можно взять обычную корзинку, прицепить туда цепь и повесить на стену. Получится реально очень красиво. Кстати, здесь можно поиграть в разные игры на улице. Пандемия нам не помешает. Сейчас я расскажу о некоторых из них. Можно поиграть в игру «На что похоже облако». Вот чисто мне это облако напоминает круассан. Да, я всегда думаю о еде. Можно поиграть в разные игры с мячом. Да, игрок из меня, конечно, не очень. Здесь можно быстро принять форму, каждое утро делав зарядку на свежем воздухе. Это я вам гарантирую. Можно поприседать, потанцевать, еще поприседать,
Ну и сделать выпады, а вообще у нас целый сюжет есть о зарядке. Можно еще побегать, как я. Надеюсь, вы воспользуетесь моими лайфхаками. Настя Бурмистрова специально для Горы новостей. Ну, а это, конечно, обидно. Я думаю, еще будет шанс наверстать упущенное. Именно так решили сделать жители села Ширан. Они высадили аллею памяти в честь своих героических односельчан. Видно, что мероприятие не массовое, но зато какая память потом будет. Обычно акция по высадке деревьев начинается еще в апреле, но в этом году, конечно же, все немного иначе. Но хорошо, что режим самоизоляции начал потихоньку послабляться. В преддверии Дня Победы на официальном сайте акции «Аллея славы» призвали провести эту акцию именно в кругу семьи, посадить деревья и почтить память воевавших родственников. В Шаране именно так и сделали. Думаю, в других городах и селах нашей федерации сделали именно так. А теперь предлагаю посмотреть, чем занимается в саду наша коллега Настя в следующем сюжете. Думаю, многие из вас умеют мыть руки и умывать свое лицо. Но делаете ли вы это правильно? В сегодняшнем сюжете я вам расскажу и покажу, как правильно мыть руки и лицо, чтобы на них не оставалось бактерий. Сначала мы настраиваем воду, чтобы она не была очень горячей. После мы обильно смачиваем руки водой. После наносим достаточно мыла. Растираем мыло хорошо правой рукой, моем тыльную часть левой руки, скрещивая пальцы. То же самое делаем и для правой руки. Затем мы хорошо протираем свой большой палец, ведь на нем достаточно много скапливается микробов. Делаем как для правой, так и для левой рук. Затем скрещиваем пальцы в своеобразный замок, чтобы промыть расстояние под ногтями, ведь там, как мы знаем, собирается достаточно бактерий. После того, как мы смыли воду и мыло с рук, берем, промакиваем полотенце, потому что руки становятся очень раздраженными, если их вытирать. Я думаю, об этом знали немногие. Сейчас же я вам покажу, как правильно умывать свое лицо. Набираем воду в руки и хорошо ополаскиваем свое лицо. Немного надавливая, круговыми движениями протираем кожу лица. Делаем это несколько раз. Мы вытираем лицо. Опять же, нужно не тереть, а промакивать, чтобы кожа не раздражалась. Никита Гуров специально для Горы новостей. Никита, ну ты и эксперт. Ну, стараюсь. А на сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Гуров и Аня Шишакова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.